Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я вот решила выходить в эфир. Конечно, меня долго не было. Я очень серьезно заболела, но все позади, слава Всевышнему. Я, конечно, недавно выпустила ролик, который я снимала трехнедельной давности. Мне долго не приходилось выпускать, монтировать. Как только приехала из больницы, немножко отдохнула, отдышалась, монтировала и выпустила. Но просмотров нет. Почему-то мне лайк никто не ставит. Просмотров очень мало. Ну ничего, сама виновата. Сама всех я вас потеряла. Но кто ищет меня, тот найдет. Я тоже буду искать вас. Тоже, надеюсь, найду. Сегодня вот привезла девочек, Сабину и Диану. Диана тоже начала ходить на тренировку. Сама тоже уже целую неделю приезжала с ними вместе на тренировку. Но я не тренируюсь, а хожу с скандинавскими палками. Потому что мой лечащий врач рекомендовал мне ходьбу. Пока начинать с 2 километров. Строгая диета от физической нагрузки и от эмоциональной нагрузки. Беречь себя. Ну, так-то физической работы я не выполняю. Мне помогают мои дети. Хочу сказать, что я в этом году с января месяца болею. Но, конечно, нехорошо про болезни говорить, но кто-то не знает, спрашивают, пишут в комментариях, что с вами, что случилось, я что-то пропустила. Сейчас вы знаете, что YouTube плохо работает, у кого-то совсем не работает. Поэтому хочу напомнить, что с января месяца я заболела. И я экстренно попала в Стерлитамакскую больницу, кардиологию. Там мне очень хорошо помогли. Сначала у себя лечилась, но эффекта никакого не было. В городе мне стало через неделю уже хорошо. Там все-таки кардиологическое отделение. Потом мне дали направление в Уфу, республиканский кардиологический центр. Я в августе лежала, сделали мне коронографию. А потом в сентябре 10-го мне поставили на сердечный коронарный сосуд стенд. Операция прошла очень удачно. Кардиология, конечно, класс. Все врачи очень хорошие врачи, можно сказать, от Бога. Бережное отношение к больным. Коллектив хороший. Врачи, хирурги, все спрашивают, постоянно заходят, делают обход, увидят в коридоре, тоже спрашивают, как чувствуем себя. Медсестры тоже очень даже вежливые, хорошие. Мне там все понравилось. Спасибо всем докторам, хирургам кардиологического центра города Уфы. Это больница республиканская. Всем хирургам, кардиологам, эндокринологу, медсестрам, санитаркам, поварам. Всем большое спасибо хочу сказать за добрые отношения, за прекрасное лечение, за удачную операцию. Приехала я недавно, уже несколько дней, больше недели уже проходит. Вот. С детьми у меня осталась моя подруга Флорочка. Вы знаете ее. Я снимала пару раз ее
про нее ролик. И она осталась с детьми. И сказала она мне: Гулямза, лежи спокойно, ни о чем не думай. После операции тоже нормально восстанавливайся. Не переживай. Вот я совсем нисколько не переживала. Знала, что у меня дети под присмотром. Знала, что они сыты. Флорочка очень вкусно их кормила. Она ведь тоже повар. Выпечки у нее классные. Да не только выпечки, все у нее вкусное. Мне нравится, как она готовит. Давайте погуляем в лесу вместе с вами. Конечно, ветер, слышимость не знаю какой. Ветер сегодня. У нас уже прохладно, но гулять можно. Я сегодня прошла круг. У нас один круг 1 километр. Пока круг прошла, но мне пока 2 километра только можно. Ну, по состоянию здоровья можно и 3. Но пока мне хватает, когда я прохожу хотя бы 2 километра. Этого мне, я думаю, пока достаточно. Делаю гимнастику дома. Сидя тоже. В лесу, конечно, очень даже хорошо. Свежий воздух. Я могла бы, конечно, прогуляться у себя на улице. Туда-сюда ходить пешком с скандинавскими палками. Но я считаю, для меня важнее ходьба пешком и ходьба в лесу. Все-таки здесь свежий воздух. Здесь совсем другой воздух. Есть хвойные деревья, есть дубы, березы. Тут все есть. Но я сейчас чувствую себя уже немного лучше. Мне стало легче дышать. У меня одышки не так уже. Но быстро, конечно, восстанавливаться невозможно, потому что у меня сахарный диабет. Да еще кучу болезней на сердце. Но ничего. Будем жить, будем стараться. Будем дышать, будем ходить. У меня есть для кого жить. У меня есть внуки, внучки, дети. Я обязана мальчиков своих еще на ноги поставить. Вот. Дети учатся. Учатся пока нормально. Дети отдыхали у Розы. Очень им понравилось. Они уже хотят на зимние каникулы. Я, конечно, пока не знаю, как у нас получится. Я с ними поговорила. Если со мной все хорошо, если мне можно будет ездить, если я перенесу жару, то мы, наверное, с детьми поедем вместе в начале июня. Аллах верса. Вот. Я думаю так. Хотят и девочки. Не знаю, девочки с мамой поедут или со мной. Это мы потом решим. До июля хочется отдохнуть. Наверное, Юля поедет сама с детьми. Вот. Детишкам там очень понравилось. У тети Розы, говорит, класс. Там, говорит, можно ходить босиком. На 2-м этаже она им комнату выделила. Они отдыхали, ездили в аквапарк, акробатический зал ходили. Ну, короче, купались. Все им понравилось. Очень довольны. Спасибо моим детям, что забирали моих детей к себе, что дети отдохнули на славу. Класс тут.
Воздух хороший. Немножко пахнет ароматом трав или листьев, или деревьев. Я надеюсь, до зимы я поправлюсь и стану на лыжи. В огороде у нас такого ничего нет. В этом году урожая нет. Картошка была, и то гниет вовсю. Не знаю, наверное, без картошки остались. Каждый раз мы с детьми перебираем. Даже хочу сказать, что картошка выросла, да, и то никакой радости нет. Все равно гниет, все равно выбрасываем потихоньку. Ну вот какая красота. Это трасса, где дети катаются на лыжах, роллерах. Я сама купила Сабине лыжи, роллеры в прошлом году. Но сегодня с Дианой они хотят бегать. Вон там детишки на лыжах, роллерах катаются. А мои что-то сегодня захотели бегать. Ну, наверное, сначала пару кругов пройдут и потом будут кататься. Вот уже время 6 часов. Где-то темно, наверное. У нас пока светло. Вот хвойный лес. Хвойные деревья. Спасибо хочу вам сказать, мои хорошие, всем подписчикам, зрителям, подружкам, родственникам за то, что вы у нас есть, за то, что вы поддерживали меня, звонили, узнавали, писали в комментариях, писали мне, писали моей дочери Розе, как со мной, что со мной, куда я потерялась. Все нормально, мои хорошие, я жива-здорова. То и желаю вам. Вот как катаются на лыжах, роллерах наши спортсмены. Вот классно катаются. А там маленькие. Мои бегают. Здесь трасса большая. Мои пошли, наверное, бегать горами, с 2 горами. Это в лесу. Отсюда поднимаются и вон оттуда спускаются. Многие пишут мне, чтобы я перешла на платформу Дзен, что у многих не работает YouTube. Да, у меня тоже еле тянет. Я хочу переходить на платформу Дзен. Там у меня есть канал. Я оставлю ссылку, и вы потихоньку перейдете туда. Какой ветер сегодня. Прохладный ветер. Но все равно погода хорошая, я думаю. Самое главное, воздух свежий, нет дождя. О, маленькие пошли. Вот так перейдем потихонечку на Дзен. Привет! Это ветеран Минхат. Ему скоро 70 лет. И он катается, водит своих внуков. Постоянно занимают первые места. Молодцы. Коллектив у нас тут дружный.
Все друг друга уважают, поддерживают. Мне здесь нравится. А вот меня мои палочки-выручалочки ждут. Очень удобно с такими палками ходить. Если у кого нет, приобретайте. Очень удобно. Работают сердечные мышцы. Просто надо уметь правильно держать, правильно подобрать рост. Здесь, конечно, уменьшать можно, увеличить можно. И уметь надо правильно шагать. Наверное, пора мне завершить свою болтовню. Как некоторые говорят, много болтаешь. Да, люблю разговаривать. Почему бы не поболтать? А вот здесь еще дети волейбол играют, баскетбол играют. Площадку сделали здесь очень хорошую. Красота, да? Ну ладно, мои хорошие. На этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго. Доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Посмотрите, какие облака красивые. Всем пока-пока. До следующих встреч.